старший судья пятых спортивных спартакиады зимних видов спорта в городе Алдан Прокопий Павлов. Прокопий, поделитесь насчет участников этих соревнований, кто откуда приехал и самые лучшие показатели у участников. Так, на сегодняшний день у нас 27 спортсменов, 8 команд. Из них 5 команд неполные, полный состав и 3 неполные состава. Так, у нас фаворитами идут город Якутск, так как база у нас школа есть шорт-трека, и город Мирный. У них тоже. В республике, в общем, две школы. А среди улусов, сельских улусов? Среди улусов нету, к сожалению. Они у нас вот тренировались недавно, 1,5 месяц. Вот спортсмены шорт-трек и конькобежный спорт. Насколько они сильно отличаются друг от друга? Очень сильно отличаются. У нас шорт-трек это короткая дистанция уже, как вы знаете, быстрая. Все это происходит на хоккейном корте. Один круг у нас составляет 111 метров. Ну, по этим кругам у нас 9 кругов, это километр уже, считайте. 500, 4,5 круга. Дистанции 1,5 километра, это у нас 13,5 круга. И 777 дистанции, это 7 кругов. По забегам сколько участников выходит на один забег? На один забег по 4 участника. По 4. И из них сколько выходит в следующий круг? 2 первых, которые финишируют, они по турнирной сетке выдвигаются вперед. Независимо от результатов, они уже в своем забеге 2 первых места заняли, уже идут. Так, еще вот по организации вот этих спартакиады, какие были трудности или какие вот возможности еще есть? Ну, по организации у нас пока трудностей нет. У нас, первый день соревнования это везде всегда сложно. Надо первый день, как говорится, как первый день пойдет, так все последующие дни. А бывает вот лидеры падают, потом кто-то вот на какой-то олимпиаде я видел спортсмен с Австралии. Да. У нас вот скоростной вид спорта, это любой момент нюанс падения возможно, падение, пенальти, там удаление на старте. До этого я вот слышал, вот основной как бы результат влияет сами коньки, где-то 70%. 70% да, влияют коньки, ну и плюс лед, и все остальное от спортсмена, от его зависит, от подготовки. Коньки от вот шорт-трек и конькобежный спорт тоже отличаются? Отличаются, да. Конькобежный спорт у них пятки отделяются, а по шорт-треку нет, не отделяются. Сколько примерно стоят вот хорошие коньки? Ну, это по индивидуальному заказу, не знаю, где-то 100 тысяч, а вот у нас лезвие 60, коньки и ботинки 40. Ну, вот приблизительно это хорошие, да. Экипировка хорошая, полностью составит где-то 120-130. Вот спортсмены, участников, вот, которые находятся в лидерском положении, сколько вот шлем, там комбинезон, перчатки, еще там на перчатки что-то еще одевается, да? Чтобы это на поворотах. Да, на пальчики. На пальчики. Которые они 3 точки делают. Сколько вот все общее в сумме, сколько примерно стоит? Ну, это бывает от производителей, я не знаю, у кого разные же цены. У кого-то дешевле, у кого-то качественнее, дорогое. Ну вот, я озвучил цену 140-130, вот где-то в этой области цена бегает. Спортсмены с Якутии. Да, и вот бывает так, что спортсмены иногда лезвие выбирают по средней цене, там, потому что от металла там все зависит. Есть дорогие, но спортсмен, он катается, обкатывает, чувствует, что какая-то у них есть нюанс, ему это не нравится. Вот как у нас представители России. Спортсмены с Якутии насколько часто выезжают в другие регионы? Спортсмены, у меня дети выезжают 4 раза, начиная с Хабаровска, Уссурийск, Дальний Восток, 5-я зона у нас. Потом поэтапно мы выходим на Россию, Ярославль, Молдовия и так далее, Уфас. И какие результаты имеются среди наших? Ну, среди младших у меня первый спортивный разряд. Ну, первые места. Вот последний выезд 8 медалей принесли в свою школу, копилку. Первые, вторые. И по эстафете тоже так же. Первые, вторые, третьи места. Весь комплект, собираем. С появлением Виктора Анна вот перед Сочинской олимпиадой, насколько сильно развита шорт-трек в России?
В России, да. Ну, в России до этого было, конечно, уже школы были в России. Но с этой Олимпиады, как Викторан выстрелил свои эти достижения, ну, работа пошла еще намного выше. Какие И регионы? соревнования юный скороход добавились, где мы сейчас участвуем. Все регионы. И по России какие регионы самые вот сильные передовые? Ну, это их очень много. Я могу сказать, Москва сильная, Омские сильные. Так, еще там тоже есть сильные. Ну, они, видите, у них там в России условия, то есть погодные условия у них нормальные, у них каждый раз выездка, соревнования, а у нас минус 50, как выездка там. У нас даже карантин в школах. Из-за этого, да, сложновато чуть-чуть. Ну что ж, пожелаем вам, чтобы соревнования прошли на высоком организационном уровне и сами участники показывали сами свои лучшие результаты. Спасибо.